В Сыктывкаре скандинавской бизнес-элите презентовали самые перспективные инвестиционные проекты республики. На заседании межправительственной российско-финляндской комиссии говорили об организации водоснабжения, обращения с отходами и программах в области здравоохранения. Однако основная речь шла о добыче минеральных ресурсов. Чем конкретно заинтересовались финны, узнала Татьяна Супряткина. Коми очень привлекательный регион для инвесторов. И дело не только в богатой сырьевой базе. В регионе созданы все условия для комфортного развития бизнеса. Такое мнение высказывали топ-менеджеры крупнейших предприятий России на инвестфоруме, который собирался в Сыктывкаре в середине сентября. И вот сейчас, буквально спустя 2 недели, в Коми прибыли финны. Потенциальные инвесторы. Не просто ради знакомства, а уже с готовыми предложениями. Для европейского севера скандинавы – ближнее окно в Европу. В частности, для Коми Республики Финляндия – стратегический партнер во всех сферах. Оба финно-угорских региона мы давно и активно сотрудничаем в области культуры и образования. Еще крепче у нас экономические связи. К примеру, доля иностранных вложений в промышленность региона сегодня составляет больше $1 миллиарда. И здесь финны занимают 4-е место по инвестициям. Скандинавы готовы и дальше укреплять свои позиции. У нас есть, например, такие деревянные дома, которые мы хотим предложить сюда. У нас есть разные такие чистые технологии, которые в Финляндии чистая технология очень развита. И это мы хотим показать, пригласить вам здесь. Такие инвестиции, какие инвестиции финны могут делать здесь? Сегодня в Коми готовы к внедрению 10 проектов. По оценке экспертов, инвесторам предложены самые перспективные направления. Все они связаны с минерально-сырьевыми ресурсами. На территории республики сосредоточена треть российских запасов бокситов, почти 80% кварцево-жильного сырья. Разработанных месторождений хватит не на 10 лет. Бизнесу предложено не просто направление деятельности. Проекты разработаны от и до. Представлены все экономические расчеты, ожидаемая прибыль и срок окупаемости. В результате переработки горючих сланцев получаются такие основные товарные продукты, как сланцевое масло, электрическая энергия, топливный газ, сланцевая зола. Ну и, так, для примера, из 1 тонны горючего сланца можно в среднем получить 100 килограммов сланцевой нефти, 80 кубометров газа, 600 киловатт-час электрической энергии и 450 килограмм золы. Еще один презентационный проект – строительство завода Ярига-Руда. Ярикское нефтетитановое месторождение – крупнейший поставщик титановой руды на ближнем зарубежье. Сегодня в Федеральном Минэкономразвитии рассматривается вопрос о включении завода в число приоритетных проектов России. Однако, как отмечают промышленники, главная задача – не просто наладить добычу сырья, а довести ее до глубокой переработки, то есть на рынок поставлять готовый продукт, а не полуфабрикат. Ярига-Руда, акционерное общество Ярига-Руда, как недропользователь части месторождения Ярикского, завершила разработку проекта комплексного освоения участка месторождения и предусматривает строительство горно-химического комплекса мощностью 650 тысяч тонн по добыче и переработке титановой руды. Главной целью, стоящей перед компанией в рамках реализации данного проекта, является, безусловно, это переход от товарно-сырьевого к товарно-продуктовому варианту использования ресурсов этого месторождения. Представители бизнес-элиты Финляндии пробудут в Коми несколько дней. С каждым проектом познакомятся отдельно, встретятся с разработчиками и, возможно, к концу недели уже будут известны первые соглашения. Татьяна Супряткина, Георгий Горин, телеканал Юрган.